В регионе за ситуацией с задержанием выплаты заработной платы помимо трудовой инспекции следят органы надзорной и исполнительной власти, в частности сотрудники Следственного комитета. Подробнее о том, какая ответственность за это предусмотрена и наказывают ли нерадивых работодателей, поговорим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления по Республике Тува Людмила Дерчин. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, много ли сообщений о невыплате заработной платы уже поступило в этом году? За первое полугодие 2017 года всего уже поступило 24 сообщения о невыплате заработной платы. В прошлом году это 22 сообщения было, то есть небольшой рост отмечается на 8%. Это связано с тем, что граждане уже проявляют инициативу, больше отстаивают свои права. Не боятся, да? Да, не боятся обратиться, да. А какая ответственность работодателя предусмотрена за это? Вот из 24 сообщений, которые поступили в этом году, получается, по 18 сообщениям мы отказали в возбуждении уголовного дела. Вот причинами отказа в возбуждении уголовного дела является именно то, что уголовная ответственность предусмотрена по статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации при полной невыплате заработной платы свыше 2 месяцев и при частичной невыплате заработной платы свыше 3 месяцев. И если, соответственно, нет этого периода, то и уголовная ответственность работодатель не несет. Какие-то штрафные санкции? В таких случаях предусмотрены штрафные санкции, административная ответственность. Государственная инспекция труда привлекает работодателя к административной ответственности. Это статья 567 Кодекса об административном правонарушении, там получается 527, да, части 6 статьи Кодекса об административных правонарушениях. Максимально штраф это до 100 тысяч рублей и либо дисквалификация сроком от 1 до 3 лет. Но здесь, наверное, нужно сказать, что к ответственности работодателя можно привести только в том случае, если все документы при трудоустройстве, они есть, правильно? У нас же вот такая беда-то есть в республике, что люди есть вот из 18 сообщений, то есть 18 сообщений, по которым были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, вот в основной массе получается, что граждане при поступлении на работу договариваются с работодателем устно, никаких трудовых правоотношений, соответственно, не заключают, и в этом случае уголовная ответственность именно предусмотрена, как должен быть статус работодатель и работник, да? А в данном случае, если нет трудового договора, то и субъекта преступления нету. То есть работодатель. Как быть людям? В таких случаях людям нужно обращаться в суд уже сами в гражданском порядке. То есть раз там они договаривались, да, по устной договоренности, то чтобы сумма вознаграждения за выполненные работы по гражданско-правовым отношениям необходимо в суд обратиться гражданам. В случае, если трудовой договор есть, зарплата не выплачивается, вот в этом... Да, в этом случае, если вот этот период есть, свыше 2 месяцев, либо частичная невыплата свыше 3 месяцев, то возбуждается уголовное дело. А после возбуждения уголовного дела работодатель в какие сроки обязан выплатить? Работодатель, вот сообщение поступает, то следователь сразу же начинает принимать меры, все исчерпывающие меры для того, чтобы работодатель погасил задолженность по заработной плате. Это проводят беседы с работодателем, что какая предусмотрена ответственность, там административная, уголовная, все разъясняется. И в основной массе вот по отказным материалам у нас получается вред они возмещают, так как проводятся разъяснительные работы. Да. А какую-то вообще профилактическую работу Следственный комитет ведет? Профилактическая работа – это выступление в средствах массовой информации, разъяснительные работы. В рамках уголовного дела это мы направляем представления работодателям, либо же их руководству, да, вышестоящему, чтобы не допустить в дальнейшем потом таких фактов невыплаты заработной платы. Наказываются сразу, либо как-то вот в первый раз там предупреждение, вот если не выплатишь, тогда... Нет. Если в Следственный комитет поступило сообщение, то мы уже работаем как для того, чтобы защитить права граждан, чтобы устранить данные нарушения. И если есть основания для возбуждения уголовного дела, возбуждаются уголовные дела. И если работодатель все-таки до возбуждения уголовного дела не возместил ущерб, то
И если есть основания, то возбуждается ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество, на имущество предприятия, либо же учреждения, да, организации. Если нет, то можем наложить арест и на личное имущество самого работодателя. А вот анонимные сообщения – это вообще повод для проверки? Анонимные сообщения для нас, то есть если поступает анонимное сообщение, то данные сообщения рассматриваются как обращение и направляются в органы внутренних дел, либо же в ФСБ, чтобы, ну, что содержится конкретно вот в обращении. А самая большая задолженность вот, какая была по материалам уголовных дел? Всего вот в первом полугодии у нас находилось в производстве 5 уголовных дел. Это в этом году мы возбудили 3 уголовных дела, 2 уголовных дела это с 2016 года. Из них мы 2 дела окончили уже, по ним ущерб общий составил, так, как бы, сейчас я скажу. Ущерб составил 1 миллион 631 тысяча рублей, и весь ущерб был возмещен на стадии предварительного следствия, ну, принятыми следователями мерами. Например, вот в этом году мы направили уголовное дело по обвинению директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Там у него ущерб составлял более 1 миллиона, 1 миллион 58 тысяч рублей. Эти деньги он сам продал там свое имущество и выплатил всем работникам заработную плату. То есть ущерб возмещен. В данном случае при направлении в суд дела может быть, ну, приговор может быть наиболее мягким. Смягчен, да? Да, там может быть штраф от 100 тысяч до 500 тысяч предусмотрено санкцией статьи. А если, конечно, отягчающие обстоятельства, то максимальное наказание это предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Но тем не менее наказание избежать не получится, даже не если получится, ты да. В любом случае, либо штраф, либо же лишение свободы предусмотрено статьей. Ну и напоследок давайте еще раз расскажем, куда люди могут обратиться, если им не выплачивают заработную плату. В первую очередь необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда Республики Тыва, и одновременно можно обратиться в органы прокуратуры, в налоговый орган и правоохранительные органы. И непосредственно в Следственный комитет можно обратиться с заявлением. Ну что ж, будем надеяться, что таких случаев у нас будет все-таки как можно меньше год от года, не будет роста. Надеюсь, да. Спасибо вам. А я напомню, сегодня у нас в гостях была заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления по Республике Тыва Людмила Дерчин.